В Республике Коми я оказалась, то есть мы приехали в 1981 году по вызову на Комсомольскую ударную стройку, на строительство нефтепровода Харьяга-Усинск. Мы жили 8 лет в вагон-домиках, в тайге жили. Там были со всего Совета, тогда же Советский Союз был, со всего Советского Союза приехали нефтяники, специалисты приехали. Татарстан, Башкортостан. Очень много было украинцев, очень много было с Краснодара. Вот. Мы молодые были, молодые, энергичные, верующие во все, что как бы мы делаем, да. Условий как бы особых и не было, но было очень интересно жить. 8 лет мы так прожили. Ну, а потом уже квартиры дали уже в Усинске городе. А в 2005 году я переехала в Сыктывкар. У меня организация переехала сюда, и мне предложили вместе с организацией переехать. Вот с тех пор я здесь в Сыктывкаре живу. В 2011 году меня избрали председателем в региональную татарскую автономию. Наша региональная автономия татар в Республике Коми образовалась еще в декабре 1997 года. Председателей там 3 человека создали нашу автономию. Из них Абсалямов Зуфар, Гадельшин, Ильшат и Фарид Хазрат. Потом Даутова приняла эстафету. После нее уже, как я сказала, в 2011 году я стала председателем. Наша автономия, но задачи, как по уставу, занимается теми задачами, что прописано в уставе: укрепление и сохранение языка, обычаев и культуры. У нас свои проекты есть, как бы по плану работаем. Еще участвуем в проектах, организованных Домом дружбы, Министерство национальной политики, городские, общегородские мероприятия, республиканские. Как бы все вместе работаем там куча, со всеми автономиями. Ну, самый, наверное, у нас значимый проект – это, наверное, наш Сабантуй. Но мы один раз только провели, в 2011 году республиканский Сабантуй провели. Здесь республиканский Сабантуй провести сложновато. Здесь татар, проживающих в Сыктывкаре, маловато. Это в Усинске, в Ухте, там общегородской как бы праздник проходит. Там, конечно, многочисленные там специалисты там работают, молодежи много. Вот, поэтому городские сабантуи мы проводили. На гранты я выходила в городской администрации, проводили сабантуи. Вот, когда уже в связи с коронавирусом мы несколько лет сабантуй не проводили. Но это самый наш как бы красочный праздник. Мы, конечно, здесь соблюдаем наши традиции и обычаи нашего народа. Проводим осенью, например, мы проводим праздник урожая, это Сембеле, день рождения наших великих поэтов, творческие вечера, дни памяти мы проводим, проводы льда. Вот, это когда лед уже, реки раскрываются, этот праздник, да, мы проводим. Никах, да, вот это как по-русски венчание, это обязательно, люди не должны в грехе жить. Вот, у нас проводится никах, потом ребенок рождается, нарекают именем, это тоже очень большой праздник. Тоже гости приходят с подарками в семье. Ну, очень много наших традиций, да, вот сватовство, идем мы сватать, например, да, вот это, там тоже свои традиции, свои обычаи, это очень тоже красивый обряд. В Республике Коми на севере, конечно, вот особая черта у северян – это дружба, доброжелательность и всегда желание помочь, всегда прийти на помощь друг другу. Мы все были на одинаковом уровне, не было ни богатых, ни бедных, и двери не закрывались, и дети играли, где только
кому только они не ходили, да. Вот такая у нас атмосфера была. Ну, как сам по себе вот Сыктывкар, он мне нравится. Город компактный, чистый, как-то все под рукой. Или уже привычка. Врачи у нас хорошие, больницы. Да, я Республику Коми могу назвать родной. У меня уже как-то, я не могу даже сделать выбор между своей родиной и Коми. Я же и домой, там у меня Башкортостан, моя родина, но у нас историческая родина это Татарстан. Вот, Башкирии тоже больше половины проживающих там татары. Каждый год мы ездим, у меня все родственники уже там, вся родня уже, все сестры, братья уже с северов все уже вернулись. Они там, я одна осталась на севере. Вот я приезжаю, и мне уже через некоторое время хочется домой. Вот, и все говорят, вернись уже. Я столько лет тут прожила, я в Башкирии это всего 26 лет прожила, да, а здесь-то больше. Ну, просто нравится жить. У нас тут и дача, вот, есть чем заниматься. Дети в Усинске живут рядом, близко. Сыновья так и остались в Усинске, работают нефтяники. Мне кажется, я также люблю Республику Коми. Эстафету передаю руководителю Веньерской местной автономии Филяк Василию Васильевичу.